С именем Аллаха, милостивого, милующего. Всевышний говорит: не называйте тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвыми. Они живы, но вы не ощущаете этого. Мы обязательно испытаем вас небольшой опасностью, голодом, гибелью имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых. Терпеливые — это те, кто, когда их постигает несчастье, говорят: поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему же возвращаемся. Мы находимся в городе Сараево в месяц июль 2021 года. Этот месяц известен в Боснии, да и во всей Европе, как 11 июль, День памяти о геноциде мусульман в Боснии. Однако мы также помним, что в этом году исполняется 70 лет со дня рождения шахида, чеченского героя шейха Ахмата Кадырова. Поэтому мы хотим выразить свои соболезнования чеченскому народу и в первую очередь его благородному сыну Рамзану Кадырову, который является лучшим преемником лучшего предшественника. Мне посчастливилось встретиться с ним несколько лет назад на конференции Ассоциации Исламского мира. Я увидел сына, подобного своему отцу, доказавшего всему миру, что он человек честности, безопасности и мира. Поэтому мы ценим то, что он сделал во времена, когда мы, жители Боснии, пережили ту же участь, которую пережил чеченский народ в попытке спасти то, что можно было спасти после падения коммунистического режима. Мы чтим память о шахиде шейхе Ахмате Кадырове, и память эта никогда не забудется здесь. Поэтому я счастлив, что имею шанс поздравить чеченский народ и просить милости у Аллаха для шахида шейха Ахмата Кадырова, который стал примером взаимодействия между религиями и народами, мира и диалога, в котором мы сегодня нуждаемся. Я поздравляю чеченский народ и его сына Рамзана Кадырова и желаю, чтобы он посетил нас в Боснии. Мы хотим, чтобы он знал, что мы восхищены теми огромными усилиями, которые он прилагает, чтобы сделать из Чеченской Республики идеальный регион не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Передаем ему теплые приветствия из города Сараево. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.